Сегодня в видео ты найдешь десятку крутых игр для своего телефона или планшета. И всем привет, братюни и сестрюни, меня зовут как всегда Лайк. Ставь лайк, если ищешь во что бы поиграть. И комментарий, который останется без ответа, попадет в следующий выпуск. Усаживайся поудобнее, наливай чаёку. Ну а перед началом ролика. Мне кажется, что все привыкли к РМП и сампу, но сейчас я покажу реально новую игру в жанре РП One State. Это первая отдельная РП игра, где все сделано с нуля на своем движке. Игра реально отличается от всех игр такого жанра тем, что тут очень много разных возможностей. Огромная карта для исследований, на которой расположено несколько городов с самой разной местностью. Играйте, исследуйте и катайтесь с тысячами других игроков по всему миру с полной свободой действий, без каких-либо ограничений. И еще тут имеется голосовой чат для общения с игроками. Я просто забыл документы дома. Да, это она, оформляем. Сэр, поднимите ваши руки вверх. Также есть возможность выбрать тачку на любой вкус. Все автомобили можно тюнинговать. Да и к тому же в игре можно строить карьеру, например, развивать свой бизнес или почувствовать атмосферу работы таксистом и дальнобойщиком. Игра сделана с нуля. В ней совершенно новый уровень физики и графики. One State есть как на Android, так и на iOS. Можно спокойно играть с друзьями с разных устройств. Она совершенно бесплатная, а также без надоедливой рекламы, как в остальных играх. Скачивайте One State по ссылке в описании уже сейчас. Будем вместе играть. Для первых 100 игроков я оставлю свой промокод в подарок. Поспеши скорее забрать. Прикольная игра, которая перенесет нас в Древнюю Индию и погрузит в мир приключений. В этой игре мы будем играть за молодую и отважную девушку, которая отправляется на спасение своего брата, как в фильме «Том Райдер». Ты смотрел? Напиши в комментариях. Но не думайте, что это просто игра. Она пропитана загадками, сражениями с монстрами и увлекательными приключениями. Атмосфера этой игры невероятно крута. Она перенесет нас в древние времена, где мы сможем увидеть красивые храмы, встретиться с богами и ощутить магическую силу. И это еще не все, ведь игра не только выглядит, но и играется довольно приятно. Если вы, как и я, обожаете приключения, то приготовьтесь к увлекательному путешествию и захватывающим битвам. Ведь наша героиня не остановится ни перед чем, чтобы спасти своего брата. Но скачать ее без привязки к Netflix можно у меня в телеграм-канале, а ссылочку ты найдешь в описании. Это забавная игрушка, которая по геймплею напоминает тот же Fall Guys. Но здесь вы играете за милого, шариковатого героя. Вас ждут захватывающие соревнования, где вам нужно будет проходить крутые трассы и выполнять задания. Но это все не просто так, а чтобы победить. При этом нужно быть быстрым и ловким и знать, как обойти всех соперников. Но не переживайте, у вас есть шанс собрать специальные ящики, которые дадут вам невероятные суперспособности. Круто ведь, правда? Каждый уровень уникален, но это еще не все. Вы можете кастомизировать своего шарика, делая его еще более милым. Лайк, передай, пожалуйста, привет, я давно прошу. Без проблем. Илюха, привет тебе. Это прям нереально крутой шутер от первого лица, который просто взорвет ваш мозг. Как вы думаете, что делает эту игру такой особенной? Да ну, все знают, что графика должна быть на высоте. Именно так. Графика в этой игре просто пушка. Но это еще не все. Хардкорный геймплей. Вот что делает этот шутер настоящим испытанием для наших нервов. Каждый раз, когда мы погибаем, мы теряем все свои предметы. Так что тут уже не до шуток. Бои здесь идут совсем иначе, чем в обычных шутерах. А вообще пахнет Тарковым. Чуешь? Но не страшно, мы же не просто так сюда пришли. Выбираем свой класс бойца, будь то штурмовик, медик или снайпер, а затем присоединяемся к битвам на огромных картах, где можно использовать все, что под рукой, чтобы выжить. Хочешь залезть в кусты или скрывайся за зданием, никаких проблем. Но помните, что противник может подкрасться в любой момент. Так что бдительность – ваша лучшая защита. Но это еще не все. В процессе игры вы будете открывать новые виды оружия и экипировки, а любые ранения могут повлиять на исход. Итак, что мы имеем? Это невероятно эпичный шутер от первого лица с крутой графикой и хардкорным геймплеем. Поэтому, если ты еще не играл, то очень советую. При
Приготовьтесь к захватывающему приключению в фэнтезийном мире. Вы сможете отправиться на зачистку подземелий, где ждут мобы и, конечно же, главный босс, прям как в Diablo. Для перемещения по таинственным лабиринтам используются порталы, которые ведут из города, где можно купить новое оружие, экипировку, изучать скиллы и прочее. Но будьте осторожны, монстры здесь не шутят. Вот прям серьезно. Особенно нежить. Если вас прибьет, придется начинать все сначала. А подземелья каждый раз будут генерироваться случайным образом. Так что вы никогда не знаете, что вас ожидает за следующим углом. Но не отчаивайтесь. В начале игры у вас будет возможность играть только за воина. Но по мере прохождения открываются новые части мира, где будут доступны лучник и маг. Честно признаться, как по мне, получилось очень даже хардкорно. Ты не успеваешь банально разыграться, как тебя уже кокнули. Привет всем любителям Доты и Лола. Это у нас довольно неплохая моба. Тут есть все, что нужно. Командные битвы и рейтинговые сражения. Игра — это настоящий бургер с мясом. Никакого скучного и медленного движения, только быстрые битвы. А среди огромного количества героев вы сможете найти своего, со своим уникальным набором способностей. Короче, это как в покемонах, только вместо монстров герои. А графика тут, конечно, не как в фильме «Аватар», но классический стиль моба вам обеспечен. А управление довольно удобное, что вы будете играть, как будто родились с телефоном в руках. И знаете, что самое крутое? Эта игра и правда затягивает. Игра, где вы попадаете на пустынный остров, и ваша задача выжить. Но не думайте, что это будет легко, потому что вас ждут опасности на каждом шагу. В игре вам нужно исследовать неизвестный мир, собирать ресурсы, строить убежище и даже изготавливать оружие для сражений и защиты. Почти как в Майне. Но помните, ресурсы здесь ограничены, поэтому придется попотеть, чтобы собрать припасы и добывать еду. А самое крутое — это онлайн-режим, где вы сможете объединиться с другими игроками, выполнять задания и побеждать в этой нелегкой битве за выживание. В целом довольно прикольно, разве что русского языка еще нет, но советую поиграть. Вы когда-нибудь мечтали стать Человеком-пауком? Нет? Напиши в комментариях почему. Здесь вы станете настоящим героем, который спасает город от коварных злодеев. И не просто так. Вы будете использовать свои паучьи способности, чтобы лазить по зданиям, перепрыгивать через машины и, конечно же, разносить врагов. А еще в игре есть куча разных костюмов, от классического красно-синего до даже железного человека. Что как бы странно, но и ладно. А чтобы не было скучно, разработчики добавили целый открытый мир, где вы сможете почувствовать себя свободным, выполнять задания и искать скрытые предметы. Как в GTA, только вместо машины у вас паучьи способности. Вообще игрушка обновилась. Теперь тут вокруг и люди, и машины, и даже сюжет. Если вы любите киновселенную Marvel, то вам должно понравиться. Где ты живешь? Прошу заметь. Если серьезно, живу в месте, где каждое утро мой будильник поет песню из утиных историй. Игра, основанная на фильме «Крестный отец». Ну так вот, тут вы сами будете решать проблемы, выбирать свои методы воздействия на цель. Можно быть тактичным дипломатом, можно применять жестокую силу, а можно использовать кнут и пряник. Все зависит от твоего выбора. А самое крутое, что игра тесно связана с фильмом. Вспоминайте «Крестного отца» вдоль и поперек. Так вот, тут вас ждут не только оригинальные задания, но и целые эпизоды из фильма, в которых вы будете играть главную роль. На эмуляторе полет отличный, а также тут даже озвучка русская. Я думаю, ты уже понял, что игрушка работает через эмулятор PSP, а скачать и инструкция, как поиграть на телефоне, ты сможешь найти у меня в телеграм-канале. Ссылочка будет все так же в описании. Симулятор вождения, где вы получите отличный шанс испытать свой УАЗ в самых разных условиях. А еще тут есть сюжетные миссии. Да-да, вы не ослышались. Это не просто гонки, а полноценная игра с выбором и последствиями. Но это еще не все. У главного героя есть потребности. Так что, если вы думаете, что это будет просто катание на авто, то вы глубоко ошибаетесь. В этой игре неплохая графика и оптимизация, впечатляющие масштабы и полноценная физика авто. Также вы можете разнообразить свою жизнь, выполняя дела и задания, как в GTA. А также можно будет научиться управлять тяжелыми грузовиками и получать новые категории, как в Euro Truck Simulator. И еще, кто бы мог подумать, но в этой игре можно ловить рыбу и охотиться на диких зверей. Так что, если вы устали от гонок и хотите чего-то нового, то этот симулятор, как ни странно, должен вам понравиться.
Это симулятор воришки с множеством заданий и миссий. Тут вы станете настоящим криминальным гением, который обчищает богатеньких жителей до нитки. Вам предстоит выполнять разные миссии, путешествовать по всему городу и использовать свои инструменты, чтобы проникать в дом и взламывать систему безопасности. А если вы найдете что-то ценное, то можете продать это в магазинчике и заработать кругленькую сумму. У вас даже будет своя мастерская, где можно расслабиться и заказать новые штучки для своих делишек, а скачать ее с русским переводом, хоть и немного кривым, можно будет у меня в телеграм-канале. Ссылочка будет, все правильно, в описании. Но это у нас, как обычно, бонусная игра, где ты уже сейчас сможешь записаться на пререгистрацию, и когда она выйдет, поиграть в нее самым первым. Это игра, где предстоит выжить после нашествия пришельцев, похожих на тех, что были в фильме «Чужой». Выглядит круто, поэтому ждем. Ну а меня звали, как всегда, Лайт. Ставь лайк, а также можешь посмотреть вот эти крутые топы. И всем пока-пока!